Картошечки, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем проходить Бенди, и у меня сложилась такая неприятная ситуация. В общем, я прохожу эту игру в 4-й раз, чтобы вы понимали, из-за чего это все так происходит, потому что у меня, к сожалению, были проблемы с записью. Надеюсь, сегодня у нас эта проблема решится, и я наконец-таки выложу третью часть, третью главу, поэтому я уже здесь практически все знаю, что будет, что происходит, а притворяться я не хочу. Поэтому давайте сейчас быстренько пробежимся, я вам все сейчас покажу, все как здесь что есть, и не буду ни на что, ни на чем останавливаться, все сделаем по-быстренькому. Я знаю, что здесь у нас вот этот человек, ну не человек, а персонаж сидит, ждет нас. Так, в этом туалете ничего не было вроде как. Так, нам нужно сейчас с ним поговорить, наверное, я уже не помню. Нет, пока не надо. Нам нужно выбраться отсюда. Я не выберусь отсюда так легко, мне нужно открыть дверь, но рычага нет. Наверное, у Бориса он есть. Вот, сейчас мы с ним уже поговорим. Эй, приятель, ты где-нибудь тут видел рычаг? Или ты мне его только отдашь после того, как я тебе сделаю что-нибудь поесть? Я таки думал. Давай посмотрим, что у нас есть. Так, и нам надо сейчас найти консервные баночки, чтобы приготовить ему суп. В прошлый раз я никак не могла найти последнюю баночку. Она была вот в этом ящике. Как только мы появляемся, вначале здесь этот ящик не открывается, теперь он нам доступен. Так, теперь нам нужна третья баночка. Она находится вот здесь. Этого должно быть достаточно. Сейчас мы сварим ему суп, и он нам поможет немножко. Так, окей. Давай, держи. Приятного аппетита. Спасибо. Теперь мы можем выйти отсюда. Но это еще не все. Так, он идет за нами. Так, обратите внимание, вот есть у нас такой шкафчик. Мы в него можем прятаться. Но я не скажу, от кого мы будем прятаться, потому что это будет неинтересно. Похоже, что впереди очень темно. Нам нужно что-то найти, чтобы осветить дорогу. У нас есть фонарик. Давай. Ладно. У нас, кстати, Борис, он очень боится темноты. Поэтому нам надо его освещать, чтобы он не потерялся. Так, давай, иди. Так, здесь какие-то странные звуки. Кто-то как будто бы пробежался. Ты это слышал? Да, я тоже. Мы пока не знаем, кто это. И я не буду говорить, кто. Угу. Так, Борис. Еще один тупик. Я не вижу никакого другого выхода. Есть какие-либо идеи, Борис? Так, держи фонарик. И он сейчас нам должен открыть дверь с обратной стороны. Потому что мы сами не можем. Залезть мы туда тоже не можем. Наш главный персонаж не умеет присаживаться. Немножко сейчас подождем. Пару минут. И у нас будет доступен вход. Так. Здесь у нас такой небольшой зал. Ничего себе. Я не помню этого. Вы еще увидите, что здесь будет происходить. Так, у нас здесь есть чекпоинт. Почему всегда что-то блокирует дверь? Нам надо сейчас пройти вот в ту дверь, но у нас тут такие вот небольшие перегородки. Кто-то поет песни. Шон Флинн, я не пойму, в чем проблема, и что если бы я пошел и нарисовал кривую улыбку на некоторых
куклах Бенди, это точно не дает никаких оснований для мистера Дрю срываться на меня. И если он действительно хочет быть таким полезным, то он мог бы рассказать мне, что я должен делать с этим складом с кучей ангелов, как они там называются. Ни один кусочек из этого беспорядка не будет хорошо продаваться. Возможно, чтобы избавиться от этого, мне придется все растопить. Так, сейчас нам надо открыть доступ, чтобы попасть по ту сторону коридора. Нам нужно нажать этот рычаг. И теперь... Но мы пока не можем включить этот рычаг, потому что сначала нам надо расчистить все здесь от лишних игрушек. С этой стороны тоже это надо сделать. Тут что-то как-то слишком много их стало. До этого их было поменьше. И вот смотрите, что происходит. И нажимаем еще раз. И вуаля. Теперь мы можем пройти. О. Эта игра мне, если честно, очень нравится, поэтому я не хочу ее забрасывать. Я сделаю все возможное, чтобы ее закончить, даже если для этого надо будет перепроходить миллион раз. Но я, как говорится, за качество, а не за количество и быстроту. С каждым разом она все страшнее и страшнее, как будто бы. Я вижу тебя там. Новая муха в моей бесконечной паутине. Пойдем сейчас. Давай посмотрим, если ты достоин ходить с ангелами. Так, у нас новая цель — найти новый выход. У нас появилась небольшая проблемка. Так, внимание, смотрите, здесь у нас есть выбор пути демона и ангела. В прошлые разы я всегда выбирала ангела. Я не знаю, что будет на пути демона, но я не хочу рисковать, поэтому, наверное, на пути демона там, скорее всего, наверное, сложность повыше, чем на пути ангела. Но я хочу все-таки проходить на пути демона. Ой, оговорочка. На пути ангела. Поэтому мы пойдем так, этим путем. Сьюзи Кэмпбелл. Такое чувство, что все рушится. Когда я вошла сегодня в студию звукозаписи, Сэмми был там с этой Элисон. Похоже, меня об этом никто не уведомил. Ангел Алиса теперь будет озвучена мисс Элисон Пендл. Часть меня умерла, когда он произнес это. Должен быть какой-то способ, чтобы исправить это. Короче, здесь какая-то драма скрывается во всем этом. Здесь у нас есть пряталка, чтобы прятаться от кое-кого. Так. Открываем. Опа. Вот это меня напугало. Борис, ты напугал меня до смерти. Не думаю, что ты что-то нашел, чтобы мы могли себя защитить. Так, пойдем. Теперь нам надо открыть вот эту дверь, наверное, да. Кажется, чтобы ее открыть, это для тебя, а я найду другой. Нужен рычаг, короче, найти. Вот, смотрите, вот, куда вот ведут вот эти провода на полу. Сейчас нам надо идти в эту сторону. И там будет следующий, второй рычаг. Я надеюсь, вы испугались. Я-то уже знала, что здесь будет. А я. Блин, главное не умереть. Они очень сильно дамажут.
Все, мы открыли путь. Теперь можем передвигаться дальше. Так, Борис. Угу. Level key. Так. Вот у нас есть тут лифт. Борис. Едем. Ты такой интересный, такой другой. Должна признаться, я твоя фанатка. Ой. Похоже, у тебя свидание с ангелом. Иди ко мне сейчас. Уровень 9. Просто следуй за криками. Я не думала, что у меня получится его ударить. Ой, прости, Борис. За все разы, сколько я здесь уже с тобой нахожусь, это 4-й раз, ты бы знал. И я тебя только сейчас ударила, прости меня. Эх, жалко, что предыдущие записи, увы, получились не очень. Давай, выйди из своей клетки. Нас ждет огромный удивительный мир. Эти проклятые лифты, иногда они открываются, иногда нет, иногда они приходят, иногда они ходят в ад и обратно. Я буду продолжать и говорить это людям. Если мистер Джоуи Дрю будет продолжать так же отлынивать, то кто-то точно в конечном итоге упадет насмерть. И это точно буду не я. Я воспользуюсь лестницей. Типа лифт может упасть, и тогда нам надо будет воспользоваться лестницей. Скорее всего, так, наверное, и будет. Ну, я точно не знаю. Бежим! Так, у нас здесь Франкенштейн и Бориса. Очень много. Еще он обезьянка или кто это, я не знаю. Оглянись, их потребовалось так много, чтобы сделать меня такой красивой. От всего неидеального пришлось избавиться. Я должна была сделать это. Она меня заставила. Сьюзи Кэмпбелл, кто бы мог подумать, я обедаю с Джоуи Дрю. Видимо, времена даже тяжелее, чем я думала. В один миг я подумала, что мне придется заплатить. Но я должна сказать, что он был совсем не таким, как я ожидала. Просто очаровашка. Он даже назвал меня Элис. Мне это понравилось. Так, окей, все. Так. Здесь у нас, смотрите, страшная леди. Теперь мы подошли к одному вопросу. Убить ли меня тебя? Или разорвать тебя на части к удовольствию моего сердца? Выборы прекрасного невыносимы. Как может девочка выбрать? Вот этот маленький урод, например. Он приполз сюда к моей двери, притащив за собой заразные чернила. Я же могла коснуться их. Они могли затащить меня обратно. Ты знаешь, каково это? Жить в темных лужах. Постоянные крики, жужжание голосов. Мысли плавают так, как рыбы в аквариуме. Первый раз, когда я вышла из чернил, я была бесформенным извивающимся слизняком. Второй раз, он сделал меня ангелом. Я не позволю демону коснуться меня снова. Я так близка. Я почти идеальна. Да, я сохраню твою жизнь на данный момент. Еще лучше. Я даже позволю тебе подняться и покинуть это место.
Если ты сделаешь несколько крошечных одолжений для меня. Ну давай, возвращайся к лифту, мой мальчик на побегушках. У нас есть работа. Теперь нам надо сделать некоторые поручения для ангела Алисы. Ну что ж, направляемся. Так, Борис у нас уже ушел, смотрите. Он, наверное, нас поджидает. Так, ну что ж. Направляемся. А, вон. Мои машины голодные. Найди для меня запасные детали. А, ну вот. Нам сейчас надо... нужно найти коробку передач на уровне K. Сейчас нам в нашем мире так мало правил, так мало истины. Но есть одно правило, которое мы все знаем и уважаем здесь. Остерегайся чернильного демона. Если будешь бродить слишком долго, то он найдет тебя. Если ты увидишь его, тебе лучше спрятаться. Ты спрячешься, но я была рада нашему свиданию. Вот. А теперь давай начнем нашу работу. Ты его встретил, чернильного демона? Говорят, он все слышит. Каждый скрип пола, каждый шорох бумаги. Я бы не бежала так быстро на твоем месте. Никогда не знаешь, что тебя поджидает. Так, смотрите, мы нашли гаечные, или что это, типа шестеренки. Сейчас нам надо в таких же коробках передач найти еще две штуки. Вот эти челики, которые были в самом начале, они будут нам всячески мешать. Так, вот второй. Так, и вроде бы здесь тут было, да, тут пусто. И вот здесь вроде как должно быть третий. А, этого должно хватить. Принеси их мне. И постарайся не умереть по пути. Да, я не умру. Не беспокойся, со мной все будет хорошо. Наверное, передвижение чернильного демона рандомно, скорее всего, но бежать я все равно боюсь, а то иначе он вдруг может появиться здесь. Всякое может быть. Да, без этого никак. Смотрите, Борис уехал, он, наверное, обосрался. Тем самым, если когда вот он так уезжает, он меня тоже пугает. Потому что почему он уехал? Почему он все время уезжает? Так, Борис, больше не бросай меня. Сэмми сказал, что я талантлива, он всегда был хорошим лжецом. И все же он был когда-то очень красивым мужчиной. Сейчас мы едем снова на 9 уровень к нашей ангел Элис. Я так думаю, наверное, от концовки, от выбора зависит концовка. Если мы выбрали путь ангела, значит, у нас, наверное, что-то будет плохое, может быть, я не знаю точно. Ты видел их, массивных искателей? Они просто набиты жирными чернилами, меня тошнит от этого. И все же, это прекрасная вещь для поддержания себя в руках. Если ты хочешь поймать их, тебе придется научиться двигаться тихо. Возвращайся к моей двери. У меня есть то, что тебе нужно. Так, берем шприц и едем на 11 уровень.
Так, наверное, лучше здесь ускоримся. Мне кажется, здесь не будет демона. Едем на 11 уровень. 14 уровень, наверное, мы оставим на следующую серию. Я не знаю, что там будет. Ой, что за звуки? Страшные звуки, конечно. Дай. Он так не дохнет. Ой, ой, ой. Так, так, так. Ну давай, иди сюда, я готов. Есть. Борис, не уезжай. Блин, опять уехал. Нет. Так. Борис опять нас бросил. Когда он так делает, меня это очень сильно пугает. Я боюсь, что сейчас что-то будет, потому что все же рандомно происходит. Как противно, у меня мурашки по коже, но задача выполнена. Принеси мне мое оборудование, пожалуйста. Да, ради бога. Давным-давно жил ангел, и она была красива. И всеми любима. Она была совершенна. Независимо от того, что говорит Джоуи. Сохраняемся. Так. Теперь у нас будет еще одно, наверное, поручение. Скажу проще, посмотри на ламповые панели. Поверни маленькие колеса, затем принеси мне их ядра питания. Пожалуйста, не заставляй меня пожалеть о моем решении. Сохрани твою жизнь. Я всегда могу изменить свое мнение. Теперь нам надо на уровень Пи. Так, окей. Чернильного демона мы пока не видели. Но я надеюсь, он нам еще не встретится, потому что он меня немножко пугает. Так, едем. Все хорошо, Борис. Сейчас мы все это быстренько закончим. И я надеюсь, это все прекратится. И мы уже больше к этому не вернемся. Потому что если запись, опять же, если запись снова испортится... Ну что ж, ребятки, к сожалению, я посмотрела в записи, и там было все то же самое. Но сейчас я постаралась все заново все настроить. К сожалению, я не смогу вам показать демона, который вышел только что из стены и поплелся вот так по коридору и ушел туда в стену снова. Мы достали здесь из этого оборудования гаечный, точнее, такой болтик в виде гвоздика. Мы уже все их собрали, и теперь нам нужно снова выдвигаться к ангелу Алисе и на 9 уровень. Я надеюсь, мы еще встретимся с демоном, поэтому ничего страшного. Мы еще его увидим. Раньше люди знали мое имя. Это ангел Алиса, они говорили. Кажется, это было так давно. Но эти дни могут вернуться. Мечты сбываются, Сьюзи. Мечты сбываются. В общем, нам сейчас надо кое-что сделать. Снова. Так, ага. Видишь тех ухмыляющихся демонов?
Давай избавимся от них, а? У меня как раз есть подходящий инструмент, который поможет нам еще больше повеселиться. Так, теперь нам надо идти на уровень Кей и уничтожить картонные... Уничтожить картонки изображения демона. Вот. Видим. Еще, кстати, когда Борис бывает боится, по нему можно понять, есть рядом демон или нет. А, ой. Здесь был. Здрасте. Так. Не буду, наверное, бегать, потому что боюсь, что вдруг появится демон. Ну, конечно, сначала нам надо, чтобы он нас стукнул, а потом мы стукаем его. Вот что, звуки какие-то. Топор, конечно, очень сильная штука. За один раз убивает. Так. Здесь я не помню, было, не было. Вначале, наверное, к сожалению, будет также тормозить. Но я ничего с этим поделать не могу. Я хочу пройти эту игру наконец. И я не хочу проходить ее уже в 5-й раз. Поэтому понять и простить. Но сейчас, я надеюсь, все будет нормально. Ничего страшного, вы еще увидите демона чернильного. Возвращаемся назад. И смотрите, что у нас здесь. Кстати, мы же выбрали путь ангела. И теперь у нас путь демона закрыт. Вот такие вот дела. Может, мы потом перепройдем на пути демона? Как вы думаете, стоит ли это делать или нет? Угу. Я пока не слышу демона. Но мы его увидим. Почувствуем, услышим. Так, вроде никого. Ух ты, было здорово. Ох, я забыла кое-что упомянуть. Он ненавидит, когда я делаю это. Я бы спряталась на твоем месте. Так, я вроде его не слышу пока. Ну ладно, пойдемте. Ну да, здесь рандомно происходит это. Он то появляется, то не появляется. Эх, жалко, конечно, что вы не увидели его в самом начале. Ну, в принципе, там ничего особенного. Он просто мимо нас проходит и все. Как таковой погони и экшена не происходило. Поэтому вы не сильно много потеряли. Эх, жалко, конечно, я бы хотела вам все показать. Но вот такой вот произошел небольшой казус. Я очень искренне извиняюсь за это. Если бы не этот тупняк, то мы бы уже давным-давно бы прошли эту игру. Я бы не стала бы проходить ее по несколько миллионов раз. Смотрите, Борис боится, значит, демон рядом. Но мы не знаем, где именно. Я его не слышала сзади себя. Если что, здесь можно спрятаться. А, смотрите, Борис успокоился, значит,
Демон ушел. Не хочу его стукать топором, а то мало ли. Вдруг он умрет там или еще что-нибудь случится. Так, все, я все сделал. Освободи же меня уже. Так. Отвратительные негодяи бродили по моим залам, они прошли незамеченными. Они пытаются затащить меня обратно в темноту. Не позволь им забрать твоего ангела. Избавься от них, разбей их, лучше убей их. Так, убить банду мясников. Так, вот бегут. Сейчас мы их быстренько порешаем. Давайте, давайте, бегите, бегите, мальчики. Сейчас быстро я с вами разберусь. Есть такой небольшой лайфхак. Смотрите, можно стоять на лестнице и с ними драться. Они нас тем самым не заденут. Потому что они будут упираться вперед, а мы будем их стукать вниз. Я это поняла уже на 4-й раз. Нет, на 3-й раз, когда играла. Потому что первые разы у меня не получались. Они меня быстро убивали. Все. Такие вот дела. Так тихо. Как будто в могиле. Мне нравится тишина. А тебе? Угу. Я ненавижу оставлять дела незаконченными. К счастью, у меня есть ты, чтобы помочь мне собрать недостающие части. Но тебе придется спуститься еще глубже. Вниз, вниз, вниз. В пропасть. Спустись вниз на лифте. Скажи привет старому другу. Посылаю тебе небольшой подарок, немного огневой мощи. Хорошо обращайся с ним. Он принадлежал кому-то особенному. Извини, я забыла. Его немного трудно ухватить. Ну да ладно, повезет в следующий раз. Ох уж эти твои шуточки. Ладно уж, давайте закончим над этим. Спустимся вниз, так уж и быть. Закончим эту главу. Даже Борис. Так и не увидели демона чернильного. Ну, если вы хотите посмотреть на чернильного демона, я могу вам его показать, но он будет в заторможенном состоянии. Так, это мы подобрали сердечко. Сколько нам, интересно, этих сердечек еще надо? Вот на этом моменте, кстати, я уже не знаю, что будет происходить. Вон он. Прожекторист. Блуждает в темноте. Ты должен избегать его света, чтобы не нарваться на неприятности. Просто принеси мне недостающие части. Это похоже на сому какую-то. Кстати, я его видела. Просто, к сожалению, это в запись не попало. Но теперь вы видите его вместе со мной. Нам нужно достать сердце. Так. Нам надо не попасться ему на свет. Смотрите, здесь столько много этих зарождающих статуй. Возрождающих, то есть. Здесь, наверное, ничего нет. Мы, наверное, здесь, скорее всего, не пройдем. Очень-очень темно тут. Смотрите, он возвращается. Куда это он пошел, интересно? Норман Полк.
Теперь я не ищу неприятностей, просто по природе прожектористы ищут темные места. Знаете, я узнал все входы и выходы из этой студии. Я знаю, как избежать беспокойства в этой компании. Этот прожекторист, как они всегда говорят, бродит везде, он просто ищет неприятности. Но нравится им или нет, я все вижу. Они даже не знают, когда я смотрю, даже когда я прямо позади них. О, так, не попасться бы сейчас ему. Он, значит, пошел вправо. Нам надо идти влево? Или он идет, или он ходит по кругу? Интересно. Давайте лучше пойдем туда, куда пошел он. Так, так, так. Ой, ой, ой. Ничего не видно. Джустин. Прожекторист. Ужас. Так, я надеюсь, я не кругами хожу. О, мы выбрались. Так, мы выбрались обратно. А где этот чел? О! О! Тихо, тихо, тихо. Он идет, он идет, он идет. Лучше ему не попадаться. Так, давайте-ка спрячемся. Сейчас он мимо нас пройдет, наверное. Ага. Я надеюсь, он один, потому что если их два, то это, конечно, не очень. Ушел? Ушел. А чье сердце нам надо достать? О, нет, нет, нет. Блин. Попались. Да я думала, он нас не заметит. Ну ладно. Ща быстренько все сделаем. Мы нашли уже 2 сердца. Нам нужно еще одно, да, найти? Так, где он, интересно? Ой. Так, идет, идет, идет. Сейчас чуть тут постоим, подождем. Может быть, он выйдет. Эй, как? Так нечестно. Нет, так нечестно. Он еще и бегает. Нет, это какой-то бред. Он прям за километр нас учуял. Так, ладно, пойдемте сюда. Осмотримся, что у нас здесь есть. Так, тут ничего. Ничего не видно. Я немного сделала поярче, чтобы вам было видно.
Но, наверное, это не помогло. Чего? А сколько в итоге надо сердец найти? Мы нашли уже целых 3. Что это было? Еще. Да блин, как? Да ты достал. Я не успела добежать. А сколько нам дается попыток, интересно? Или эти попытки бесконечны? Мы нашли уже 4 сердца. А что здесь? Так, ну здесь, наверное, ничего, да? Нет, тут начало. Борис стоит. О, смотрите. Тут чел этот. Он пошел направо. Может, надо 10 найти сердец по классике? Так, пусть идет. Может быть, когда я беру его сердце, это, наверное, скорее всего, его сердце, он как-то чувствует. Так. Ищем сердце. Так, мы опять вышли. Интересно, где он сейчас? Где-то справа. Ой, слева. Ушел, кажется. Нужно никогда не... Нужно никогда не терять из виду своего врага, потому что когда мы знаем, где он находится, то нам легче передвигаться. Когда мы не знаем, где он, то нам труднее. Наверное, все это понимают. Скажи мне, они все еще бились в твоих руках? Принеси мне сейчас же. Я не люблю ждать. Так, положите сердца. Ага, на 9 уровень надо опять же бежать. Сейчас мы это сделаем. Все, уходим отсюда. Медленно, но верно. Ой, елки-палки. Придется двигаться таким путем.
Или же мы можем подождать, когда он пройдет мимо? Так, ладно. Нам бы сейчас не потеряться, конечно. Ух. Так, я не знаю. А, вот-вот, идет. Медленно идет. Если бы еще здесь был бы демон, то это было бы, конечно. Ждем, ждем, ждем. Выходим. Так, все. Готово. Сейчас быстренько бежим. И едем на 9 уровень. Ну, это было, в принципе, не так сложно, конечно, если бы мы сразу бы поняли, что надо искать эти сердца на полу, а не где-то там. Ну, ничего страшного. Ты чего? Все ж хорошо. Не бойся, я здесь рядом. Фух, мы это сделали. Мы сделали это с вами, ребятки. Вначале, конечно, было уже 300 раз мной сыграно. Но вот эту вот версию я играю уже впервые с вами. Так, ну что, держи свои сердца. Кажется, мой список задач подошел к концу, мой мальчик на побегушках. Надеюсь, тебе понравилось то время, которое мы провели вместе. Я всегда буду дорожить им. Возвращайся к лифту. Пора возвращаться домой. Что-то мне это кажется подозрительным. Ты когда-нибудь задумывался, что такое рай? Я думаю, что там красиво. Мягкая долина зеленой травы, согреваемая теплым солнцем. Я не думаю, что когда-нибудь увижу его. Готов подняться, мой мальчик на побегушках? Небеса ждут. Что-то мне кажется, что сейчас что-то будет. Мы, наверное, сейчас упадем. Она нас так просто не отпустит явно. Ты действительно думал, что я позволю тебе украсть меня? Ты правда думал, что я просто отпущу тебя? Нет, Генри, я знаю, кто ты, я знаю, почему ты здесь. И ты не остановишь то, что должно быть сделано. А теперь ступай вниз и принеси мне моего Бориса. Это самый совершенный Борис, которого я когда-либо видела, и я хочу его. Он мне нужен. Мне нужны его внутренности, чтобы сделать меня снова красивой, не понимаешь? Разве ты не понимаешь? Принеси мне его. Или еще лучше, я сама возьму его. После того, как ты умрешь. О, нет. А вот этого я не ожидала, конечно. О, блин. Борис, обернись. Сзади это сволочь. Борис. Нет. О, нет. Борис.
Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Глава 4. Так, ну что, ребятки, новая цель у нас спасти Бориса. Спасем Бориса в следующей части. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И увидимся уже в следующей серии. Так что всем спасибо, всем удачи и всем пока.